Дорогие друзья, посмотрите, что у меня в руках. Вот такая прекрасная, милая, замечательная косынка. Она в одном размере идет и украсит совершенно любую головку девичью. И вы знаете, такую косынку можно связать своими руками, крючком. В этом деле нам поможет сегодня мастер по вязанию, известный у нас в Якутске. Это Катерина Зверева. Мы у нее в гостях. Катерина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, вот эта косынка в стиле краше. Правильно я говорю или нет? Нет, краше это Неправильно. на самом деле шапочка, ее так называют. Так. Это обычная косыночка, как повязочка на голову. Очень популярна именно в летний период. В прошлом году она была в тренде, в этом году тренд продолжается. Очень удобненько на самом деле и взрослым, и ребятишкам. Деткам, естественно, чтобы головку не напекло, да, взрослым подчеркнуть индивидуальность и красоту. Вязать ее можно абсолютно из любой ниточки, которая в составе имеет стопроцентный хлопок, либо хлопок с акрилом. А что лучше, хлопок или хлопок акрил? Ну, здесь, наверное, что больше человеку нравится, в том плане, что стопроцентный хлопок, он практически весь тоненький. Хлопок с акрилом, он, конечно, потолще. Тут уже зависит от мастерицы, которая согласна вязать или из тоненькой ниточки, или потолще, что ей вот ближе к ручке, собственно говоря. Ну а все-таки, смотрите, это же лето, это жара, это все-таки мы косыночку надеваем, чтобы спрятаться немножко, да? Да, поберечь конечно. головушку от солнечных лучей. Все-таки лучше будет на голове у нас хлопок или же вот смесовка? Ну, смесовочку, конечно, можно использовать у нас в Якутии, так как у нас лето коротенькое, не настолько, конечно, жаркое, да. В другой полосе России, допустим, как Краснодарский край, там лучше все-таки, конечно, хлопок. Он легкий, он дышит и спасает тоже очень хорошо от солнышка. Ну что, начнем. Да. Значит, смотрите, я так поняла, что вязать нужно вот такие два треугольничка, да? Нет, или абсолютно как? не Нет? надо. Здесь принцип простой, то есть вяжется он из серединки и поворотными рядами. Понятно. На увеличение, поэтому в конце у нас получается вот такой вот треугольничек. Прекрасно. Ну что, берем ниточку, вот у меня в руках смесовочка. У вас вот будет как раз смесовочка, полный хлопок. Также может сделать даже не обязательно в таком вот, да, ажурном стиле, а можно в стиле бабушкиных квадратов сделать косыночки. То есть тоже подчеркнуть индивидуальность. Классно. Ну что, значит, крючочек здесь подойдет номер. У вас 3,5 крючочек, хорошо подходит под эту пряжу. Вот. У меня будет стопроцентный хлопок. Под нее тоже можно 3,5 использовать, можно и 3. Это колечко мы делали. Да. Так, а это? Ну, мне лично удобно как колечко делать. Так, зажали. Второй хвостик поджали тоже. Берем крючочек. Через первую петельку вытаскиваем вторую на крючочек. Колечко отпустили и хвостики подтянули. Оп, петелька получилась? Получилась. Ну, Большую длинную подтянули, вот получилось у нас. Так. Вот, кстати, возвращаясь к схемам, да, что мы будем использовать? У меня данная косыночка сделана на схеме, в которой использованы точечки, это у нас воздушные петельки. Вот эти палочки, и в середине по 2 палочки, видите, это столбик с 2 накидами. Вы уже знаете, ручкам знакомо, просто надо повнимательнее. То есть у нас вот она серединка. О чем я вам и говорила. Мы теперь будем набирать 6 воздушных петелек. Ой, простите, 7. 7, да? 7. То есть вот берем вот так вот раз. Да, цепляем раз, ниточку 2, и вытаскиваем через первую. 3, 4, 5, 6, 7. Вот, 7. Это мы пошли в одну сторону, вот в какую-то, да? Или в эту, или в эту? Нет. Нет? Это мы сделали только ребрышко. Это начало. Начало, да? Ну, у вас потоньше, у вас хлопок. Да. Хлопок. Непривычно просто. Значит, 7 воздушных
петель мы сделали. Вот они, да? Всё, да. И теперь, вот видите, у нас первый ряд, это вот такой вот полукруг мы должны сделать. Ага, вот такой вот полукружек. Так. По схеме у нас полукруг. Мы 7, это ребрышко у нас получилось, 7, Так, да, петелек. Теперь у нас идет столбик с двумя накидами. То есть 2 раза накидываем ниточку на крючочек. И что мы делаем? В самую первую петельку мы вставляем крючочек. Можете вот в это ребрышко. Угу. Ну. Помогаем ручками. Так, вытаскиваем. Цепляем ниточку. Вытаскиваем сначала через 2. Ну, я свой накид потеряла. Не потеряли накидик? Через 2 раз. Через 2. Нет, вы через все продели. Так, еще раз. Значит, берем 2 накидика, да? 2 накида делаем. Так, друзья, вот здесь вот прям действительно немножко сложновато. Вот накид и второй накид. А потом мы ныряем вот сюда в первую, петельку. Вытаскиваем вот эту штучку У нас и 4 проводим через 2 через 2 накида, да, вот через вот эту штучку, потом через 1 накидик и через другой накидик, да? Нет. А как нет-то? Вы петельку начали вытаскивать. Так. Делаем 2 накида. Раз накид, второй накид. Вставляем в первую Вставили, петельку, вытащили. Вытаскиваем. У нас получилось с вами 4 петельки. Да. Теперь цепляем ниточку через 2. Вот. Осталось 3. Цепляем. Теперь опять через 2. Цепляем и вот через 2. Через 2. Вот. Так. Теперь мы набираем с вами 4 воздушные петли. Раз. Сначала, конечно, будет непонятно, что мы вообще делаем. 3. 4. Ох, 4. Теперь куда мы идем? Тоже так же делаем куда 2 накида. И тоже в самую первую петельку, откуда мы с вами вытаскивали предыдущий столбик. Цепляем ниточку. Цепляем ниточку, вытаскиваем через 2 и формируем, получается, столбик еще через 2. накидами. Еще через 2, да? Так. Потом еще через 2. Еще через 2. Ну. Ох, ну нитка, видите, какая? Она путается, это не я. Она сама путается. Так, вот так, вот так. Ох. Надо немножко вот так. просто приноровиться, да? Да, надо приноровиться. Вот. Ну все. Ну, с грехом пополам. Ничего. Сделали Теперь так. мы делаем. Это уже будет у нас макушечка такая. Набираем 2 воздушные петельки. Всего 2. Так, Да, потому что макушечка. Это вы сделали накидик, а нам надо сделать 2 воздушные петельки. Ой. Видите, я вот уже запуталась. Да. 2 воздушные. Раз. И 2. Так. Теперь опять делаем 2 накида. Столбик с 2 накидами мы будем делать. Опять куда? Самую первую, откуда мы предыдущие делали. Ищем хвостик. Подсказка нам. Хвостик. Вот он, хвостик. Наше начало. Самое первое. Так, стоп. Вот так. Ой, так вот, чего тут было-то? Все еще правильно. 2, да? 2 же надо. 2 накида, да, потеряли, да? Так, теперь вот сюда. Вот она, да, в самую первую. Вот, вытащили. Теперь ниточкой берем, вытаскиваем через 2, да? Вот. Формируем столбик, да, через 2. Потом еще через 2. Еще через 2 и еще через 2. И еще через 2. Вот. Ох, ну наконец. Так, теперь мы набираем 4 воздушные петельки. Так, раз, 2, 3, 4. И опять делаем 2 накида. 2 накида. Опять ныряем. Опять в самую первую. Вот.
И Берем. формируем столбик с двумя накидами. Вытаскиваем сначала через 2, потом через 2 и через 2. Все верно. Теперь Я что-то 2 пропустила. воздушные Посмотрите-ка. петельки. Или нормально? Просто с слегонца воздушно получилось. Ну Накид. ничего. Так, дальше. 2 воздушные петельки. Так. Раз, два. Два накида. 2 накида. Идем в центр наш. Вот, чтобы центр не потерять, смотрите, можно ориентироваться вот по этому По хвосту. хвостику. Да, вот который оставил, ну, как бы, в общем, у нас наш компас. Так, дальше. Ой-ой-ой. Потерялся, да? Не-не-не, Нет? вот, все Нашелся, нормально. всё? Так, теперь берем вот эту штучку. Хоп. Через 2. Вот. Потом Еще раз еще через 2. И еще еще раз через 2. две. Потом опять делаем. Нет. Вот так. смотрите, это мы закончили Я уже с вами, привыкла. с вами первый ряд. Это вот начало нашей косынки. Такой как полукруг получился. Вот он. Сейчас он, конечно, непонятно, что это вообще у нас получилось. Так. Ну, Так, ничего. так. Ага. Потом уже вот у будет нас яснее. самое начало, как бы. Это центр. Вот штучка. Да. Вот это вот мы обвязали. Дальше. Теперь смотрите, теперь мы разворачиваем наше вязание вместе с крючочком можно. И вот так вот, чтобы смотрел. Вот так. Нет, нет, крючок вы правильно держите. Ой, накинулся. Так, куда? Вот так. Вот так? Ага. Почему? Оно потому что поворотными рядами, Так. чтобы нам продолжить. Теперь мы будем Это поднимать... как бы лицевая, да? Это изнаночная Изнаночная, сейчас у нас. так. Теперь мы будем поднимать ребро, да, получается? Сколько воздушных? 6 воздушных петель. Так, сейчас. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Так, дальше. И теперь вот смотрите, если внимательно мы посмотрим с вами, у нас здесь получилось дырочки такие, да, интересные. Мы вот во вторую дырочку будем формировать 7 столбиков с 2 накидами. Делаем 2 накида. Теперь вот в эту, да? Нет, А куда? неправильно держим. Вот в эту. В эту, так. Вовнутрь. Вытаскиваем ниточку. Провязываем 2. 2. Всегда 2. Всегда по 2 убавляем. И провязываем. Вот осталась одна. Вот. Опять делаем 2 накида. Опять в эту же. Так. Вытаскиваем по 2. Так. И следующее. Вот так. Вот так. Вот. И таких столбиков у нас должно получиться 7 штук. 2 накида. Опять вот сюда же, да? Вот правильно? Да, правильно. Вот сюда вытаскиваю. Так, делаю раз, два. Так, раз, два. И вытаскиваю раз, два. Еще раз 2 накида. Еще раз 2 накида, опять же в эту же. Раз, И можно два. прям по ребрам даже посчитать, сколько у вас столбиков с 2 накидами получилось. Не В данном случае у вас сейчас 4-й только формируете. Она, да? 7. Еще 3. Видите, вот за счет того, что вот такая Всё вот плотная. верно. Так, теперь еще раз 2 накида. Значит, вот в эту дырочку, да? В эту же, да, из нее же. Так. А когда вы научились вязать? Вот интересно, Катерина. Мне кажется, вы уже с крючком родились в руках. Наверное, да. Да? Потому что на самом деле вязание ко мне пришло, наверное, ну как раз-таки генетическим путем. Мама вязала, бабушка вязала, да? Вообще все женщины в нашем роду занимаются рукоделием. Ой, какие молодцы. Все творческие,
я не исключение, пока я была ребенком, тоже была в поисках себя. Ну, естественно, пока ты маленький, тебе все интересно, тебе хочется попробовать все, да. Потом в школьные года где-то бисер пошел, где-то вязание, вязали куколкам одежду сначала, потом научили и носочки вязать. Кстати, пяточку носочку я училась по книжке. Энциклопедия домашнего хозяйства. Вот это да. Советских времен. Надо же. Посмотрите, у меня все провязано. Так, а вот теперь считаем. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все провязано. Теперь набираем 2 воздушные петельки. Я поняла. Ныряем вот сюда. Нет, нам надо сформировать с вами вот эту вот красивую макушку центровую. А чтобы ее нам сделать, так. Перевернем опять. Нет? Нет. Вот в эту. Вот она серединка. Вот сюда? Мы ныряем сюда, вот да, сюда. вытаскиваем, делаем столбик. Еще раз. Еще раз. Столбик с 2 накидами. И еще раз. И еще раз. Так, теперь стоп, набираем опять. 2 петельки воздушные. 1, 2. И теперь вот в следующую уже большую дырочку мы будем с вами делать опять 7 столбиков. Опять здесь набираем 2 этих. 2 накида. 2 накида. Вот сюда. Нет. А куда? Вот он, вот он. Вот он. Вот сюда. Также формируем 7 столбиков. Ну, вот таким вот образом потихонечку увлекаясь многими вещами. То есть так, опять вот смотрите, я нашла. Так, теперь вот 1, 2. И опять вот. В эту же. В это, да? Да. Все. Так, книжки. Схемы, все это потихонечку изучалось. Ну, естественно, как и любому подростку, это быстро поднадоело, да, подзабросилось, где-то когда-то там доставалось, вспоминалось. Ну, прям особая такая любовь, наверное, как и у многих девочек, появилась, конечно, с рождением ребенка. Побольше свободного времени, вот это вот куча всего миленького, которого хочется одеть своего малыша, да, вот там вот уже весь, наверное, талант-то и раскрылся. Да, особенно, да, с рождением, особенно девочки, да? Ну, у меня на самом деле сын, ну, пока был маленький, одевалась во все яркое, то есть это были всевозможные яркие носочки, там кофточки со звездочками, там, пока малыш, ну, а потом, естественно, они вырастают, им, конечно, все черное надо. Да. Как и любому подростку. Ну, это оттуда, наверное, вот как затянуло Посмотрите-ка. Вот, все правильно. 6, и нам еще один надо. Еще один. Эта работа, она вот классная такая. Она умиротворяет, она как-то, мне кажется, даже способна излечить какие-то душевные раны. Когда вот о чем-то беспокоишься, тревожишься, да? Оно успокаивает, да. Наедине сам с собою. Верно. Нужно у считать. тебя работают нейронные связи, да, в головного мозга, у тебя работает моторика, ты отвлекаешься от своих там забот, хлопот. На самом деле, да, это такой релакс. На самом деле. Ну что? Так, теперь смотрите, мы с вами веерочек из 7 столбиков сделали. Набираем теперь 2 воздушные петельки. И нам закончить надо второй ряд. А как его закончить? Мы сейчас будем с вами создавать столбик с 2 накидами. Так, но нам же надо, чтобы ровненько потом было, да? Смотрите, мы с вами будем делать в ребрышко. Посередке, это да? Получается 4-я петелечка. Вот сюда. 4-я петелечка вот отсюда. Да. Ага, слева, если направо считать. Вытаскиваем. И опять формируем столбик, да. С 2 накидами. Раз.
Вот, мы закончили с вами второй ряд. Переворачиваем вязание. Мгм. И начинаем с вами третий ряд. Точно так же мы набираем 6 воздушных петелек. А мне надо перевернуть крючок свой? Вязание Я и перевернула, переворачиваем. я его перевернула. Так. А вы же обратно перевернули. Так. Мгм. Вот так. будет Ага, у вас. так. Мгм. Ага, И теперь. набираем 6 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Вообще вот ваше мнение каково? Нужно ли в детских садах, там, в школе вводить какой-то там, урок большой, урок труда раньше был, вот. Наверное, там тоже есть какой-то раздел, который посвящен вязанию, да? Ну, это не обязательно Может быть. именно вязанию должен быть раздел, да. Ну, возвращаясь, если в советские времена, мы затрагивали все, да, абсолютно. То есть кто что умел, кто-то работал бисером, кто-то вязал, там, готовили в школах, да. На самом деле, я считаю, это очень даже такие хорошие навыки. Конечно, на в самом жизни деле. очень пригодятся. Очень Пригодились. Даже элементарно, простите, пуговичку пришить, правда? И почему бы нет? Почему бы и в садиках не попробовать там вязать? Это ж не обязательно, как бы ассоциация вязания у людей большинство сразу срабатывает. Это какие-то большие вещи, то есть это свитера, носки там, да, и все такое. Нет, абсолютно не надо больших вещей каких-то. Можно с какой-то мелочи вовлечь детей, чтобы было им интересно. В данном случае, да, вот как наша картинка из цветочков, то есть вяжется на самом деле легко, и детям интересно. Вот Развитие той же моторики, да, творческого, креативного мышления того же самого. Почему нет? Вообще, как бы надо в жизни пробовать все, по-моему. Да, с вами совершенно согласна. Так, 7. Так, 6. 6, правильно? Мы из нее формируем сначала один столбик с 2 накидами. Мы будем создавать такую некую галочку. Раз, два. Вот сюда ныряем, вытаскиваем. Так. Да? Верно? Так. Вытаскиваем. И уже знакомые через 2 формируем столбик с 2 накидами. Вот и вот. Верно? Верно. Теперь столбик опять 2 накида. Нет. Вот во втором ряде немножечко по-другому идет. Так. Теперь мы набираем 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. 4. Дальше. И теперь мы будем создавать столбик с 2 накидами из этой же дырочки. Раз, два. Так, теперь сюда. Стоп. Что-то он у вас как-то тут Перекрутился немножечко. Вот сюда? Вот как вы его перекрутили. Неправильно. Чуть-чуть неправильно пошел. Ну, ничего страшного. Вот отсюда. Вот прям держу. Ага, вот сюда. Нет, прямо в дырочку. В дырочку? Из дырочки, ага. Так. Просто придерживайте пальчиками, чтобы оно не Ой, убежало. подождите-ка. А у меня всего 3. А где второй? Не знаю. Второй накид потерялся, пока Вот, в дырочку пока искали. прятали. Так, раз, два. Вот так, да? И вот так. Всё. Теперь делаем 2 воздушные петельки. Правильно вот вообще мы двигаемся-то? Она потом подстянется. Ну, правильно, да? Вот Так. видите, подтянулся, и получилась Всё, как будто хорошо. галочка. Теперь 2 воздушные петельки. раз, два. Дальше. И теперь нам надо будет сделать 3 столбика с 2 накидами, чтобы он красиво смотрелся на нашем веере. А чтобы он смотрелся, смотрите, мы сначала пропускаем, отсчитываем 2 столбика
и пускаем под петельку. Это где? Вот смотрите, раз, два, и под петельку верхнюю. То есть как галочка же у нас петелька получается. Если на нее... Тихо, подождите, второе ребрышко забыли. Тихо, тихо. Нет, нет, нет. Вот так? Вот смотрите, если вот, сверху посмотреть, вот. у нас получается как галочка, да? Да, да, да. Вот, под нее. Верно? Вот, вытащили. Ага, и формируем столбик с двумя накидами. Дальше. Еще один. Так, теперь делаем 2 накида. И теперь в следующую рядышком петельку под ребрышки прячем. Да. И петельки. Раз, два, три, 4. 4 петли. Растянулась просто. И теперь формируем опять столбик с двумя накидами из этой же дырочки, которую мы делали и первый. Ну-ка. Вот она, из верхушечки. Вот сюда. Так. Опять доводим до одной. До одной, да. Вот так и вот. Дальше. Теперь у нас получается 2 воздушные петельки. Это она как будто как галочка, Раз. да? Смотрите, получилось. 2, так. И теперь такую же галочку создаем, только вторую. 2 Раз, накида. 2 накида. И опять в эту же дырочку. Вот сюда? Ага. Так. Вытаскиваем. Вытаскиваем, создаем столбик с двумя накидами. 4 воздушные 4 воздушные петельки. петли нужно, да, здесь? Так, раз, два, три. Вот у нас центр получился, вот у нас. Вот, то есть мы вязали, вот отсюда вязали, да? Да, это вот отсюда. серединка. Вот серединка. И вот постепенно мы идем, движемся. Но немножко, поймите, что я вообще первый раз вижу, как бы такой вот масштабный проект. Для первого раза очень даже хорошо. И вот сюда вот вниз. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы на мастер-классе научились вообще основам, азам вязания крючком. Это очень захватывающее такое дело. Очень мне понравилось. Понравился спикер наш. Очень все прекрасно все объясняет. И здорово так. И знаете, а потом, вот, дорогие друзья, вот по этой схемушке мы уже двигаемся дальше. То есть мы сделали сегодня вот эту работу, да? Буквально вот эти два вот ряда. нижние, да? Ряд считается, смотрите, полукругом. Так, вот. То есть мы с вами сделали первый ряд и второй ряд. И эти 2 ряда, они повторяются. И потихонечку, друзья дорогие, вот можно вот таким вот макаром дойти до конца. Нужных размеров? Да, до конца, до нужных размеров. То есть здесь у нас сколько рядов? 7 рядов, 9 рядов, Ну, да? на схеме 9, но Да, на самом деле 9 зависит рядов. от ниточки. И от нитки, и от размера вашей головы. Или вы хотите косыночку сделать поменьше, да, чтобы Можно она закрывала поменьше буквально сделать, макушечку. а можно побольше. можно побольше. Все будет зависеть от нитки выбранной толщины, соответственно, крючка и плотность вашего вязания. Все индивидуально. Ну что, дорогие друзья, будем пробовать.